Новая достопримечательность появилась в Молдове – этнодеревня с настоящими кыргызскими юртами. Их сделали на заказ в Бишкеке. Можно познакомиться не только с бытом, но и с кухней Кыргызстана. Автор проекта планирует угощать туристов блюдами национальной кухни. Одну из первых деревню увидела Ирина Глушко. Поселение небольшое, но у него есть название – Манас, в честь кыргызского героя и богатыря. Основательница юрточной деревни Лариса Амбрусий 20 лет назад подружилась с уроженкой Кыргызстана и влюбилась в восточную культуру. Я была в Кыргызии и увидела там доброжелательность людей. И настолько они принимают всех как родных, как любого человека принимают как своего родного и давнейшего друга. И это гостеприимство, и открытость ко всему. И желание быть просто самим собой. Культура Кыргызстана впечатлила настолько, что Лариса решила непременно обустроить такой уголок у себя на родине. На земле, унаследованной от родителей, разместила 12 юрт, уютный садик и ресторан. Деревня Манас станет первым местом в стране, где будут подавать национальные кыргызские блюда. Для кыргызской кухни нужен повар, потому что там они используют специи, которые в Молдове не используются вообще. У нас очень мало специй используется, а все знают, что вот восточная кухня – это восточная кухня, как и весь колорит. Чтобы воссоздать аутентичное кыргызское поселение, все юрты сделали на заказ в Бишкеке народные мастера. Юрта, она состоит из нескольких элементов. Обычно она из дерева делается, из специального дерева. Но так как юрта, она в ЮНЕСКО, она как элемент культуры, кыргызской культуры, и не разрешается выводить оригинальные юрты. Это мы поменяли железной структурой. Юрты построены по всем канонам. Натуральный войлок хорошо защищает от насекомых и перепадов температур. Жилище крепкое, и ему не страшны дождь и снег. Ветер тоже не помеха. У юрты нет углов. При обустройстве юрты используется дерево, кожа, ну и шерсть. На пол стелится шердак. Шердак делается из шерсти, имеет такое натуральное свойство. Делается тоже вручную. Не используются современные технологии. Женщины-мастерицы занимаются вот именно вялянием. Каждый элемент в юрте имеет значение. Хотя кыргызстанцы давно уже исповедуют ислам, но в убранстве до сих пор присутствуют языческие элементы. Например, бубны, которые оберегают от злых духов. Купол олицетворяет солнце. И по-другому мы олицетворяем его как отца, родоначальника. И сверху подается свет, солнце подает свет, тепло. Также у нас отец дает сверху тепло, свою защиту. Тюндук – верхний элемент, на котором держится вся юрта. Через отверстие в крыше проникает солнечный свет. От него расходятся, как лучи солнца, ууки. Они связывают стены юрты или кереге. В кыргызском фольклоре стены ассоциируются с народом. Каждая юрта в этой деревне имеет свое предназначение. Например, эта отведена под времяпрепровождение наедине с собой. Для медитации можно расположиться на этом коврике. Кыргызы называют его джиртущок. Основатели деревни ждут здесь туристов. Приглашают всех, кто хочет отдохнуть от городского шума и суеты. В деревне уверены, что, несмотря на отличия в религии и культуре, у молдаван и кыргызов много общего. Ирина Глушко, Сергей Бузовский, Мир 24.